На основании межгосударственного договора между Абхазией и Россией существует соглашение между ЦИК двух государств о сотрудничестве. В рамках этого договора представители ЦИК Абхазии были приглашены в качестве международных наблюдателей на выборах в Госдуму Российской Федерации. Стоит отметить, что жители Абхазии, у которых есть российское гражданство, также могли голосовать на выборах. И ЦИК Абхазии оказывал содействие российскому посольству по мере обращения, а именно предоставили помещение и необходимый инвентарь для голосования. Поездка представителей ЦИК Абхазии в Россию в качестве международных наблюдателей была очень продуктивной, отмечает председатель Центра избиркома Томас Гогия. Мы набираемся опытом определенным, для нас это полезно, вы понимаете, мы изучаем опыт, происходящий в Российской Федерации. Это крупная, огромная держава с мировым значением, имеющая огромные возможности, и поэтому говорить, изобретать велосипед тогда, когда он есть, нет смысла. Поэтому мы в обязательном порядке пытаемся из этого извлечь определенную пользу для себя в прежнюю очередь. Руководство Центральной избирательной комиссии очень с пониманием к этому относится. Я вам скажу, что на личной встрече с ней мы еще раз подтвердили взаимное желание приглашать наших сотрудников для обмена опытом определенным, получения знаний каких-то, получения определенной информации, консультаций, если такое необходимо. Впервые в этом году выборы кандидатов в Госдуму проходили 3 дня. Это было сделано для того, чтобы во время пандемии на избирательных участках не было больших очередей. Помимо этого было и нововведение этой парламентской кампании – онлайн-голосование. Как отмечает председатель ЦИК Абхазии Томас Гоги, выборы в Российскую Госдуму были очень хорошо организованы. Большое внимание было уделено делегации ЦИК Абхазии, которая приняла участие в официальной встрече с председателем ЦИК России. Мы проговорили наше участие на ее пресс-конференциях, на ее брифингах непосредственно, на которые она принимала активность. Мало того, мы попытались, наша делегация во всяком случае, обозначиться на этих выборах, потому что, вы знаете, огромное количество прессы было приковано к данным выборам. Некоторые европейские страны осуждали данное действие, не признали, как вам известно. А участие Республики Абхазия в качестве международного наблюдателя, на наш взгляд, это имеет не просто какое-то определенное, но и политическое значение больше для нас. Кроме того, делегация ЦИК Абхазии посетила Общественную палату России, которая осуществляла общественный контроль за ходом голосования. Непосредственно посетили и избирательные участки, следили за ходом голосования. Мы непосредственно контактировали с руководителями избирательных участков. Мало того, я вам должен сказать, мы даже вмешались в процесс. В каком плане? То есть, как международный, к нам с жалобой обратились представители России, но одновременно Абхазии, у которых возникло небольшое затруднение в голосовании. Да. Мы каким-то образом вмешались, каким-то образом пытались в этом. И я вам скажу, что достойно Российская Федерация, независимо от того, не препятствовала никак и попыталась разъяснить и указать, мало того, представить соответствующий документ. И если некоторые считали, что от этого просто так отнекиваются, заставляют кого-то, принуждают или не взирают, нет, этого не было. Процесс, конечно, очень интересный. Я должен вам сказать, что в этот процесс привлечены огромное количество волонтеров. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 8-го созыва проходили с 17 по 19 сентября. По итогам голосования на выборах уверенную победу одержала партия «Единая Россия», набрав подавляющее большинство голосов избирателей. Алька Трапшес Маголанзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.